Добрый вечер, это телеканал ТНВ, и вы смотрите новую телевизионную викторину, в которой каждый, абсолютно каждый может проверить свои знания по татарскому языку. Меня зовут Ильсур Нафиков, и я приглашаю вас на телеигру «Переведи». В нашей программе принимают участие два игрока. Герои сегодняшней игры – это Чулпан и Роберт. Чулпан – студентка Казанского федерального университета, Роберт – студент Казанского авиационного института имени Андрея Николаевича Туполева. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я увидел программу по телевизору, мне стало очень интересно узнать, на что я способен и каков мой уровень татарского языка. На проект пришла, потому что мне стало интересно проверить свой уровень татарского языка. Я считаю, что он, конечно же, выше среднего. Ну, и я думаю, что выиграет дружба. Чулпан, Роберт, правила первого тура очень простые. Сейчас перед вами появятся две темы на выбор. Вам надо будет решить, кто из вас первый начнет. После этого мы играем в одну из двух тем. Я предлагаю вам 8 слов перевести с русского языка на татарский. Ответьте правильно, заработайте 2 балла. Ответьте неправильно и дадите возможность своему сопернику заработать 1 дополнительный балл на вашем вопросе. Все понятно? Да. Отлично, ошибаться нельзя, все очень просто. Телеигра «Переведи», первый тур. Let's go. Чулпан, Роберт, две темы: экология и экономика. Кто выбирает? Я думаю, я уступлю это право Чулпан. Спасибо, Роберт. Спасибо, Роберт. Я, конечно, изучала экономику в школе на татарском языке, но все-таки, наверное, я выберу экологию. Не знаю почему, но я, наверное, просто сомневаюсь немножко в своих экономических знаниях. Вот То так. есть экология все-таки Да. прям level up такой. Ну, думаю, да. Проверим. Проверим. Ну, давайте посмотрим. Роберт, вы сильны в экологии? Даже не знаю. Ну, попробуем, посмотрим. Ну, вы лишены права выбора, выбирает Чулпан, поэтому играем в тему экология вместе с Чулпан. Итак, Чулпан, как на татарский язык переводится слово «природа»? Табигат, табигат, урман. Ну, долго думать не будем. Правильный ответ будет табигат. Табигат. Принято. Это правильный ответ. Табигат – это неправильное написание слова табигат. Это мы сами придумали. Понимаете, мы креативные люди. Урман – это лес, а табигат – это действительно природа. Роберт, играем с вами. Как на татарский язык переводится слово «родник»? Чишмә, елга тамага, агым. Правильный ответ – Илга Тамага. То есть вы считаете, что родник – это елга тамага? Тухтагас, Гафыдыс, Чишме. Молодец, отлично. Принято. Это правильный ответ. Елга Тамага – это устье, Агым – это течение, Шишмя – это родник. Здорово. Чулпан, как по-татарски будет слово «загрязнять»? Пушаратырга, оршырга, пушараватырга. Я думаю, что будет пощаратырга. Я думаю, что вы абсолютно правы. Действительно, пушаратырга – это загрязнять, оршырга – это чистить, расчищать, например, картошку, да? Пушараватырга – это разбрасывать грязь. В переносном смысле еще очернять. Роберт, играем с вами. Переведите на татарский язык слово «нанес вред». Зарар бирде, зыян китерде, бузып ташлады. Я думаю, что правильный ответ – Заян Китерде. Я думаю, что Роберт абсолютно прав. Действительно, Роберт, зарар бирде так не говорят, дословно дал вред. Бузып ташлады испортил, а зыян китерде нанес вред. Чулпан, вы, я знаю, будущий журналист. Ну да. Почему журналистика? Потому что люблю узнавать много нового. Именно, наверное, пришла на эту программу, потому что хочу узнать, хорошо ли я знаю татарский, хорошо ли знает Роберт татарский. А журналистика тут при чем? Журналистика при чем? При том, что журналистика это подразумевает под собой нахождение новой информации и передавать ее большому числу людей. То Вот. есть вы со временем передадите и скажете: ага, я лучше знаю, чем Роберт татарский. Думаю, я, наверное, скорее всего, среди своих знакомых прорекламирую программу «Переведи», для того, чтобы у вас были участники. Ну, слава тебе, Господи, участников вроде бы достаточное количество, но, тем не менее, всегда приятно иметь в студии возможность пообщаться с интеллектуальной молодежью Республики Татарстан.
Вопрос такой. Чулпан, скажите, пожалуйста, а чем вы увлекаетесь помимо того, что учитесь на факультете журналистики, точнее, на отделении журналистики? Я являюсь активисткой молодежной организации «Салят». И как там дела в молодежной организации «Салят»? Все замечательно. Замечательно. Отлично. И в связи с этим, раз все замечательно, у нас вопрос. Переведите на татарский язык слово «загрязнение водоемов». Пышыраклык сулары, суларның пышырануы, сулыкларның пышырануы. Правильный ответ будет «сулыкларның пышырануы». Это правильный ответ. Пышыраклык сулары – грязевые воды. Грязные воды. Суларның пышырануы – загрязнение воды, а сулыкларның пышырануы – загрязнение водоемов. Действительно. Роберт, переведите на татарский язык вредные вещества. Точнее, не переведите на татарский язык, а словосочетание вредные вещества. Файдасыз маддалар, кукертле маддалар, зарарлы маддалар. Дайте подумать. Пожалуйста. Зарарлы маддаляр. То есть вы считаете зарарлы маддалар? Принято. Ну да. Это правильный ответ. Кукертле маддалар – это серные вещества. Ибо кукерт – это сера. Файдасыз маддаляр – это бесполезные вещества. А вот зарарлы маддаляр – это вредные вещества. Итак, 7-й вопрос – это последний вопрос из тех, которые по праву предназначены вам, Чулпан, в первом туре. Как на татарский язык переводится слово «окружающая среда»? Табиғи шаршамбы, эйләнә тирә мөхит, табиғи мөхит. Я думаю, что это будет «Эйләнә тирә мөхит». Эйләнә тирә мөхит. Эта девушка абсолютно права. Табиғи шаршамбы так не говорят. Да. Природный табиғи, среда, еще переводится как шаршамбы. Ну, день недели, да, табиғи шаршамбы, природный среда. Табиғи мөхит в действительности естественная среда, а вот эйләнә тирә мөхит это окружающая среда. Роберт, я знаю, вы студент Казанского авиационного института. Чем увлекаетесь помимо учебы в авиационном? Помимо учебы я также стою в детской молодежной организации «Салят». Там мы познакомились, видимо, еще. Да, собственно, там мы с Чулпаном познакомились. Да. Да. Помимо этого, я уже 11-й год занимаюсь футболом. Футболист. За кого болеете? Да, за Центральный спортивный клуб армии ЦСКА. За ЦСКА, за армейцев. Да. Отлично. Как дела у армейцев в этом сезоне? Потихонечку набираем обороты. А почему не за Рубин? Так сложилось, что моя любовь к футболу началась именно с футбольного клуба ЦСКА. Понятно. А за европейских грандов? Я за красивый футбол. За красивый футбол. Да. Как часто играете в футбол? К сожалению, летом мне удалось не так часто играть, но на протяжении года я довольно-таки часто играю. В неделю раз-два стабильно. Отлично. А татарский язык где изучали? Татарский язык в школе. В школе, дома. Дома разговариваете на Да. татарском? Да. А вы родом сами Я из города Буинск. из города Буинск. Буинские на улицах разговаривают на татарском языке? Да, да, конечно. Здорово. То есть, как бы, разговорный язык в Буинске татарский. Ну, не сказать, чтобы так, но часто можно слышать татарскую речь. Понятно, ясно. Ну что ж, а уроки физика, химия, биология, алгебра, геометрия были Велись на русском языке. на русском языке. На русском. Чулпан, вы у нас из Казани. Да, я из Казани. И ваши физика, химия, математика были на русском языке? Нет, на татарском языке. То есть вот такой вот... То есть вы, получается, большое количество времени изучали науки именно на татарском языке. Ну, да. А где учились? В татарской гимназии номер 2 имени Шагабуддина Марджани. Ага, вот откуда растут. А вообще, где татарский изучают, как вы думаете, вот, помимо второй гимназии? Где еще Да, татарский где еще изучают? изучаете татарский? Где именно конкретно я изучаю Да, где именно татарский? вы конкретно изучали татарский? Помимо школы, и еще, конечно же, дома у нас разговорным языком является в первую очередь татарский. То есть вы говорите дома на татарском? Да, чаще всего да. Чаще всего, да. По мере возможности. Не по мере возможности, а как складываются обстоятельства. Хорошо, вопрос так. А вы, когда двойку в школе получали, перед мамой на татарском оправдывались или на русском? Я не помню.
Я не помню такого, чтобы я оправдывалась за двойку. То есть я не помню, нет такого момента, чтобы я не помню, чтобы я двойку получал, то есть я не помню, чтобы оправдывалась. Может быть, и получала, но я ее деликатно исправляла, и мама об этом не знала. Понятно. Ясно. Роберт, а вы татарским языком пользуетесь реже, чем русским? Нет, татарским... Да, именно так. Татарским Реже, языком потому что, я так полагаю, да. Чулпан дома вот на Да, татарском да. разговаривает, в школе училась на татарском. Вообще, я так полагаю, она, ну, судя по картинке, которая рисуется, я полагаю, Чулпан вообще очень редко должна говорить по-русски. Да, я тоже так думаю. А вы, видимо, чаще говорите на русском. Да, я чаще разговариваю на русском языке. А друзья у вас говорят на татарском? Да, говорят. Ладно, Роберт, давайте вернемся к нашей игре. У нас остался последний вопрос, который предполагает перевод с русского языка на татарский. И он достается вам. Переведите на татарский язык слово «земельные и водные угодья». Подождите, есть варианты ответа. Туфраклар хам сулаклар, кырлар хам куллер, жир су. Секунду. Мильные и водные угодья. Я думаю, правильный ответ – жир су. Принято. Это правильный вариант ответа. Туфраклар хам сулаклар – почва и водоемы. Кырлар хам кулляр – поля и озера. Жир су – это земельные и водные угодья. Ну что ж, а на этом небольшая часть первого тура подошла к концу. И осталась некая такая дополнительная его часть, которая предполагает перевод с английского языка на татарский. Каждый из вас получит также по одному слову буквально. И если вы отвечаете правильно, вы зарабатываете 3 балла. Если отвечаете неправильно, вы даете шанс заработать на вашем вопросе 2 дополнительных балла вашему сопернику. Все понятно? Чулпан, начинаем с вас. Все очень просто. Давайте. Чулпан, подскажите, пожалуйста, как с английского на татарский переводится слово to destroy? А вариантов ответа, к сожалению, нет, да? Вариантов ответа абсолютно нет. Destroy. Я, конечно, смотрела «Татар Шайрянабис» и помню, что там это слово было. Вы даже Но его помните эту перевод- легендарную рубрику «Татар Шайрянабис»? Да. Но вот его перевод я, к сожалению, не запомнила. Поэтому я думаю, что надо попытать сейчас Роберта этим же вопросом. Роберт, давайте попробуем перевести слово destroy на татарский язык. Боюсь, я, к сожалению, тоже не смогу дать верного ответа. Ой-ой. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, дело в том, что слово destroy с английского на русский переводится как разрушать. Соответственно, на татарский переводится как жимерерге. Все очень просто. Роберт, ваш вопрос. Как с английского языка на татарский переводится слово to preserve? Сейчас я постараюсь вспомнить. Preserve. Нет, к сожалению, мне не удается вспомнить. Я думаю, Чулпан должна знать правильный ответ. Так, я Нет. полагаю, здесь все-таки надежда сейчас возлагается на Чулпан. Чулпан, возможно, вы сталкивались с этим словом. Как с английского языка на татарский переводится слово preserve? Я не знаю. Я тоже думала, пока Роберт думал. И мне кажется, ну, может, я и догадываюсь, но вряд ли. Никаких точных предположений нету. Поэтому, думаю, вы нам скажете правильный ответ. Работа наша в том и заключается. Уважаемые телезрители, слово preserve с английского на русский переводится как сохранять, что в татарском языке означает сокларга. Уважаемые участники, на этом первый тур сегодняшней игры подошел к концу. По итогам первого тура у нас абсолютное равенство. Вы набрали по 8 баллов, с чем вас я и поздравляю. Это всего-навсего первый тур. Впереди нас ждет второй тур и новая партия слов. Оставайтесь на нашем канале. Добрый вечер, меня зовут Ильсур Нафиков, в эфире телеигра «Переведи».
Здесь победителем становится тот, кто лучше знает татарский язык. Сегодня с нами играют Чулпан и Роберт. Чулпан, Роберт, вы готовы играть дальше? Вполне. Второй тур телеигра «Переведи». Поехали. Чулпан, Роберт, кто выбирает две темы? Власть, картография. Ну, так как я выбирала в первом туре, давай, Роберт, ты попробуй. Хорошо. Роберт, в чем вы сильнее, во власти или в картографии? Очень сложный выбор. Я думаю, власть. Во власти. Да. Сразу видно, Мужчина. властный Роберт силен в картографии, но играем во власть, точнее в тему власть с Робертом. Итак, Роберт, как с татарского языка на русский переводится слово «хакимиет»? Суд, власть, здравоохранение. Я думаю, правильный ответ будет власть. Тема власть – это правильный ответ. Суд – это суд или махкама. Здравоохранение – саламатлык саклау. Хакимият действительно власть. Итак, Чулпан, второй вопрос, играем с вами. Как с татарского языка на русский переводится слово «башкарма»? Исполнительное, главное, успешное. Ну, я думаю, что исполнительная. Ну да, логично, что главная власть быть не может, успешная, ну, дай бог, а вот исполнительная имеет место быть. Это правильный ответ. Главное баш, успешная умышла, а башкарма действительно исполнительная. Итак, третий вопрос. Играем с вами, Роберт. Роберт, как с татарского языка на русский переводится слово «вазифа»? Должность, ответственность, нравственность. Даже не знаю. Хорошо, пусть будет должность. Пусть будет должность. Да. Принято. Это правильный ответ. Вазифа – это должность, ответственность, жаваплылык, нравственность, ахляк. Вот так вот. Чулпан, играем с вами. Как с татарского языка на русский, Чулпан, переводится слово «жирле халак»? Местное население, народ на земле, добросердечный народ. Ого! Жирле халык. Если дословно перевести, то как будто бы народ, у которого земля. Но такого варианта ответа нет. Тогда давайте местное население. Ну, я вряд ли думаю, что это народ на земле, но если это будет так, то вот буду знать. Принято. То есть мы считаем, что правильный ответ первый. Местное население. Пусть будет так. Принято. Это правильный ответ. Народ на земле жирдәге халык. Добросердечный народ юмшак күңелле шафкатле халык. А вот жирле халык – это местное население. Роберт, играем с вами. Роберт, как с татарского языка на русский переводится слово «мухтариет»? Мухтариет. Очень просто все. Автономия, издательство, обращение. Думаю. Я думаю, что правильный вариант ответа первый. Автономия. Это правильный ответ. Мухтариет – это автономия, издательство, нашриет, обращение, муражагат. Итак, шестой вопрос. Играем с вами, Чулпан. Чулпан, как с татарского языка на русский переводится слово «шартнаме»? Разоблачение, договор, условие. Это либо договор, это либо условие. Но давайте будет это договор, потому что на уроках вот это слово мне чаще встречалось, на уроках права как раз-таки. Вот, поэтому давайте пусть будет договор. Пусть будет договор, ибо оно встречалось, Чулпан, на уроках права. Это был хороший урок, потому что это правильный ответ. Разоблачение – фаш иту. Условие – шарт. А шартнаме – это письмо, которое предполагает наличие условий, да, в данной ситуации. Имеет некие персидские корни в своем образовании, и действительно это договор. Роберт, как с татарского языка на русский переводится слово «жемхуриет»? Жемхуриет. Республика, назначение, свобода. Первый вариант ответа. Первый.
Вы считаете, что Джумхурiyet это республика? Да. Принято. Это правильный ответ. Действительно, это слово встречается во многих языках, которые оказали большое влияние на татарский язык. Это в арабском языке, да, допустим, очень часто говорят ливийская Джамахирия. Или же, допустим, в персидском языке Исламская республика Иран, она так и будет, Джумхурия, Ислами, Иран. 8-й вопрос, последний вопрос второго тура, играем с вами Чулпан. Как с татарского языка на русский переводится «жирле узидере»? Местное самоуправление, местное самоуправство, местное управление. Ну, так, местное управление это не то. Местное самоуправство, такого слова я не встречала еще. А вот местное самоуправление, я думаю, это очень относится к теме власть. И это будет правильный вариант ответа. Это одна из самых логичных девушек, которых я когда-либо встречал в этой студии. Это абсолютно правильный ответ. Действительно, местное самоуправление – это жирле узидере. Местное самоуправство – это жирле баш-баш-таклык. Местное управление – это жирле идаре. На этом второй тур подошел к концу. По результатам второго тура вы набрали одинаковое количество баллов. У вас по 16 баллов. Итог сегодняшней игры на данный момент по 24 балла. И, насколько я понимаю, все решится в финале. Уважаемые телезрители, это телеигра «Переведи». Впереди нас ждет финал. Оставайтесь на нашем канале. Чулпан, Роберт, правила финального раунда очень просты. Традиционно, а так всегда бывало, выбирает тот, у кого больше баллов по итогам первого, второго туров. Но здесь у нас равенство, будете решать между собой в очередной раз. После этого я предложу вашему вниманию 8 слов перевести с русского языка на татарский. Только вариантов ответа предложить, к сожалению, не смогу. Ответьте правильно, заработаете 4 балла. Ответите неправильно и позволите своему сопернику на этом вопросе заработать аж 5 баллов. Все понятно? Готовы играть? Да. Итак, это финальный раунд, и мы начинаем. Чулпан, Роберт, кто из вас будет выбирать первым? Давай, Роберт, выбирай еще раз. Хорошо. Две темы: пчеловодство и ювелирное дело. Во что играем, Роберт? Я думаю, мы будем играть в ювелирное дело. Итак, играем в тему ювелирное дело. Финал. Играем с Робертом. Роберт, как по-татарски будет перстень? Я не знаю. Ай-яй-яй-яй-яй, Роберт. Стыд, Так, позор. Чулпан, есть возможность заработать аж 5 дополнительных баллов. Ну ладно, я не знаю, как переводится перстень, но знаю, как переводится кольцо. Кольцо переводится как язык. Вот. Еще есть такая вещь, как балдак, но это, по-моему, что-то другое. Кошлый язык, вот, да. Я знаю такое произведение. Это правильный ответ. Ну что ж, дальше проще, Чулпан. Как по-татарски будет браслет? Браслет. Так. Браслет. Я не могу сказать, что я не знаю. Я забыла. Вот. Ну что ж, Роберт, есть возможность заработать 5 дополнительных баллов. Шикарно. К сожалению, я не знаю правильного ответа. Ну что ж, Чулпан, Роберт, уважаемые телезрители, браслет по-татарски будет блязек. Роберт, играем с вами. Как по-татарски будет слово серьги? Дайте подумать. Серьги, Роберт. это очень Серьги. просто. Да, это очень просто. Но я очень... Чулпан не зря улыбается, потому что она знает, как по-татарски будет серьги. Да. Алкала. Отлично. Принято. Это правильный ответ. Действительно, серьги по-татарски будет алкалар. И сейчас не отгадаю, сейчас сложнее пойдет, я уверена. Чулпан, как по-татарски будет ожерелье? Да. Куда вешаются? Я вспомнила, как это будет. Муенса. Принято. Это правильный ответ. Роберт, как по-татарски будет драгоценные камни? Я сейчас помогу.
Поверьте, я тоже переживаю. Вы давно в Саляте вообще? Ну, как бы? 2 года. Ага. Ну, там всякие олимпиады проводятся интересные. И вот одна из олимпиад, один из проектов, как раз-таки связан с драгоценными камнями. Как вот он называется? Асылташ. А во множественном числе? Асылташлар. Принято. Асылташлар. Это правильный ответ. Действительно, драгоценные камни по-татарски будет асылташлар. Чулпан. Как по-татарски будет огранка? Огранка, вот, как сказать, иногда еще в переносном значении используют, говорят, вот, надо как бы вот отточить, допустим, навыки или отточить знания, отточить язык. Шамартырга. Итак, Чулпан, как вы думаете, как же будет огранка по-татарски? Шамарту? Шумарту? Шамартырга. Шумартырга. Да. Огранка. Или шамартма. Ну, огранка же, получается, что-то в единственном числе, это существительное. Шамарту. Шумарту. Да. Принято. Это правильный ответ. Короп шумарту или шумарту. Такой вот. Ах, Роберт. Роберт, как по-татарски будет ювелирный? Ювелирный. Угу. Ювелирный магазин. Угу. Ювелирный. Ощущение, что Чулпан знает просто. Я думаю, пусть попробует Чулпан. Или правильно говорю. Итак, Чулпан. Как же по-татарски будет ювелирный? Вот, я ведь не вспомнила. Я, наверное, просто когда прохожу около таких магазинов, не обращаю внимания на вывески. Ну, не знаю даже. Давайте скажем, что я не знаю. Вот так вот. Я не знаю вот слово, как переводится на татарский язык. Ну что ж, уважаемые телезрители, уважаемые участники, ювелирный по-татарски будет зеркен. Я знала. Ну что ж, последний вопрос финального тура достается вам, Чулпан. Если вы на него отвечаете правильно, вы абсолютный лидер. Если же нет, то вы даете возможность заработать 5 баллов Роберту, и тут я не знаю, как ваши баллы распорядятся. Как же по-татарски будет проба? Оно, интересно, так же переводится, как и попробовать? Не знаю. Так, проба. А может, вообще связано со словом? Типа тикшеру? На что похоже проба? На что похоже проба? Слово проба? Не слово проба, а на что похожа сама проба? Ну, на проверку какую-то. Ну, то есть там же есть определенная проба у каждого ювелирного изделия. Там видно, да? Да, то есть какое качество, золота или серебра используется. Давайте пусть будет тикшеру, но я думаю, что это не очень правильный ответ. Принято. Это неправильный ответ. Роберт, смотрите, на что похожа проба чисто внешне? Какую-то надпись. Надпись, которая ставится на ювелирном изделии. Да. Языр. Внешне на что похоже? Вот. На печать. В русском языке есть такое слово, оно очень часто Штамп. в животноводстве используется иногда. Иногда в истории тоже есть моменты, когда на животных ставят такие печати, на людях ставят такие печати. Штампы, что еще? Вот на человека что ставят? Штампа. Клеймо. Клеймо. Ну, прям, это тот случай, когда надо адаптировать слово, на самом деле, под татарский язык. Клейме. Клейме. Принято. Это правильный ответ. Уважаемые участники, после правильного ответа Роберта ваши баллы сравнялись. И вы набрали по 37 баллов. Уважаемые телезрители, это тот самый момент, когда в нашей телеигре по итогам финала абсолютное равенство. И теперь мы играем в историю татарского народа до первой ошибки. Так называемая серия пенальти. Итак, начинаем с вас, Чулпан. Чулпан, назовите мне, пожалуйста, дату рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
27 апреля 1886 года. Или же... Кажется, так. То есть вы считаете, что день рождения 27 апреля? Нет, не 26 апреля, простите. 26 апреля 1886 года, да. Принято. Это правильный ответ. Действительно, великий татарский поэт Габдулла Тукай родился 26 апреля 1886 года. Роберт, играем с вами. Назовите мне, пожалуйста, дату принятия Конституции Республики Татарстан. Можно подумать. Это государственный праздник, это праздник для студентов, который позволяет нам именно в этот месяц, в эти дни съездить домой после старта учебного года, отдохнуть немножко. Да. Я думаю, что это... Секунду. Ну, Чулпану это не грозит, она, я так полагаю, периодически каждый день домой отдыхать ездит. А вот Роберт почувствует этот день, веселится. Спасибо тебе, о Конституции Республики Татарстан, за то, что я сегодня еще дома. 22 сентября. 22 сентября. Это неправильный ответ. Чулпан, может, вы знаете? Я точно не знаю. Нет, я знаю, что в сентябре может быть... Ну, я не знаю. Давайте символично выберем этого года. Пусть будет 14-го, но это, кажется, не так. Уважаемые телезрители, уважаемые участники, дата принятия Конституции Республики Татарстан – это 6 ноября 1992 года, чем мы обязаны продолжению ноябрьских праздников для студентов Республики Татарстан. Уважаемые участники, дело в том, что по итогам сегодняшнего финала и по итогам сегодняшней игры в целиком у вас абсолютное равенство, но суперфинал, так называемая серия вопросов по истории татарского народа, вплоть до первой ошибки, показала, что победителем сегодня становится Чулпан. Чулпан, мы вас поздравляем с победой. Вот, искренне. Спасибо. И от вас, Роберт, также благодарим и искренне желаем вам изучения татарского языка и чтобы вы всегда разговаривали на родном языке дома, на улице, с друзьями, с любимой девушкой, ну и так далее. От компании «Татарстан. Новый век», от телепроекта «Переведи» мы дарим вам полезные подарки. Как ни крутите, Роберт, нести вам, но тем не менее, Чулпан, поздравляем. Это очень крутой подарок. Здорово. Уважаемые телезрители, с вами была телеигра «Переведи». Я ее ведущий Ильсур Нафиков. Увидимся на каналах ТНВ «Планета» и ТНВ «Татарстан». Пока-пока. Игра мне очень понравилась, несмотря на то, что я очень волновался перед тем, как прийти сюда. Я очень доволен, что я пришел. Правда, замечательно. Потрясающие эмоции. Здорово. Игра очень понравилась, куча впечатлений. Впервые я, наверное, так волновалась на телевидении. Все было замечательно. И я советую всем сюда сходить и узнать свой уровень татарского языка.